очень сильную антиадгезиозную, отталкивающую силу имеет. Поэтому все с конского хвоста сделанные, ну, в народе тоже говорят, комаромахалкой, отгоняют комар, как бы носят в праздниках всегда с собой. Там, где много народу, там вероятность того, что ну, больных атомов будет много, и вот эти дейбир, он отталкивает. И поэтому вот в домах даже около входа часто сдерживают вот этот конский хвост, зная ее способности отталкивания. В общем, дейбиром, одним только дейбиром очень многие наши лечат. Только один дейбиром. Вот, Олегу сейчас продемонстрирую. Вот, значит, эти шарики ангелохранителя, они распределяются по всему, не его самого, а именно ангела-хранителя, по одежде распространяется. Если вот так ударить, они отталкиваются и могут собраться. И большая вероятность того, что с помощью вспышки можем увидеть вот этот шарик ангела-хранителя Олега Николаевича. Давайте сейчас отсидите, не вставайте, вот фон хороший. Вот так. Ну и сейчас попробуем. Я больше 10 лет работаю этой системой, но у него, значит, слабость. Вспышка плохо работает. Сейчас получится. Нет. А другие вспышки, другие фотоаппараты, ну, просто невозможно уже найти. Это, к сожалению, не сработала вспышка. Так, еще раз попробуем. Так, еще выключим. Немножко подождем. Вот такой способности. Вот, у нас вот такая очень интересное явление. Вот, эти техники очень быстро стареют. Даже говорят, что вот совершенно новую технику купил в магазине, пока несешь домой, она уже стареет. Уже в интернете имеются новые модели. А вот эту модель совершенно не могу найти. У нее какая-то интересная программа вспышки, какие-то задержки интересные. Поэтому, на мой взгляд, именно на этом фотоаппарате получаются такие шарики с большей вероятностью. Даже не современных фотоаппаратов, даже в старых вспышках тоже получали шарики. Есть много, вот, например, Владимир Николаев Федоров, вот, автор книг о шаманизме. Он, когда фотографировал, он главный редактор газеты Якутии работал и работает. И вот его фотоспышка, старые вот такие большие фотоспышки, тоже получались с помощью этой фотоспышки, тоже, говорит, получались огромное количество шаров. Когда вот людей хоронили, процессия проходила траурная в театрах у нас обычно, и там очень большое скопление шариков наблюдалось. Даже и снималось они и с помощью других фотоаппаратов. Давайте еще раз попробуем.